Körden best Tünnahtarımın batıllara Acırga esteği Diyar ötek yes Andagar ekiller tıllara Dolgunların Torursa hava Tulağulga Быйылсас улуу кыйы алтон сылыгар Россияны Белоруссия областарынан тыы сиринжонун делегацията сириге октубус-саха бойуттарын керестен кенелерганан оңолуут памындиктарга саха саллааттарын оны билбет саллааттар оңоқтарыгар сүгүрүен бинооктары тыыннаак сибеккелери төрөбүттөрүт бордурун ууран сакалы сиер туомыйтан жөн бөгөтүн күттө көрсөн элбак терехини ыытан келдилер. Делегация Москваттан сагалан Великий Новгород, Ельне, Ржев, Тивер, Осташков, Старая Русса, Ильменкөл, Хораттарынан, Белоруссия, Гомельский облын, Лоевский районын, Деражичи, деревня Тербиды, Глахвит, Федор Попов, Уңар-Тие сырытта. Onu теңа делегация Москва Коракка, Сари ветераннерин, Сурьячылары, Государственный дума депутаттарын кытта көрүстө. Делегацияны Москва Кора ветеранын Совета Михаил Шолохов төрөбүтө 100 сылыган аллах үйрүләк пешерегер ыңыран өлдеттатты. Делегация члены Атырбудуот, Семен Алексеев, Днепр, Волков өрүстеринен, Ильмен, Силигер көллеринен улуу кыйы алтон сылыгал анан улахан арбаахындар оңорду. Пөтерәһин ағадайды улуу серитин столтата, қаханда сүппетин, көлөнелер сибәстері салғанан бара тұрған көрдірір. Тәрәхіні олыққа келдірен делегацияны илан сағалан, нам улуғын олықтаға Колесов Федор Егорович илде сырыттан. Ол тәрәхінереттен бейдестерінен бейгі делегация бет Советский Союз көріп Федор Кузьмич Попов серелеспес солынан тілдейті болды. Білеген бейгі сәхемет ол тұғынан. Это одна из самых крупных операций всей Великой Отечественной войны. В ней приняло участие 3 фронта. Первый Прибалтийский, первый, второй и третий белорусские фронта. Бои за освобождение деревни Деражичи, которую фашисты превратили в сильнейший опорный пункт, вела 55-я стрелковая дивизия под командованием полковника Заиюльева. Гитлеровцы создали здесь вторую линию обороны. Многочисленные траншеи, дзоты, блиндажи, укрытия. Их нужно было завоевывать, расплачиваясь жизнями людей. Это одно из самых больших захоронений, 1296 человек. И я вот с трудом себя сдерживаю, потому что среди офицеров и солдат здесь захороненных лежат на то время уже действующие герои Советского Союза, которым по 18 лет. Герои Советского Союза, которые были в 1943 году, имели 18 лет и вот здесь погибли при форсировании Днепра, и вот здесь этот комплекс. В горле сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших будьте достойны. Мемориал в деревне Деражичи был возведен в 1956 году. Местный житель Афанасий Шкляров, которому в 1943 году было всего 15 лет, но он был очевидцем жестоких боев при форсировании Днепра, своими руками сделал мемориальные доски на могилах героев Советского Союза. Благодаря Гомельскому облсполкому накануне празднования 60-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков проведена реконструкция братского захоронения. Вы пали в бою за свободу страны. Живущие вам бесконечно должны. В день торжественного открытия обновленного мемориала сюда приехали ветераны и молодое поколение, которому посчастливилось не столкнуться с варварским обличием войны.
Мы собрались здесь на торжественное открытие после реставрации мемориального комплекса Героям Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения погибшим за нашу свободу и независимость. Накануне великого праздника 60-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков мы с большой благодарностью и уважением вспоминаем всех, кто вел борьбу против захватчиков, сражался в партизанских отрядах, спасал раненых и военнопленных, выстоял в борьбе с врагом и пережил страшную оккупацию. Подвиги доблестных воинов-освободителей овеяны славой, особенно здесь, на Лоевщине. Битва за Днепр осенью 1943 года – пример массового проявления героизма и самопожертвования советских воинов. Каждая пядь земли полита здесь кровью защитников Отечества. В этих священных местах захоронено более 1000 солдат и офицеров Красной Армии, в том числе 10 героев Советского Союза. Низкий поклон всем павшим и живым, вам, дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны. Патриотизм, мужество, стойкость, проявленные у берегов Днепра в борьбе с врагом, будут вечно жить в благодарной памяти нынешнего и будущих поколений. Мы, ветераны, ничего не забыли. История войны присутствует в каждой человеческой душе. Ибо каждая биография, либо генерала, офицера, солдата, это живая ткань истории. Все меньше победоносцев среди нас. Но победа не уходит вместе с ними. Ветераны жили и живут за всех, кто остался на полях сражений, кто нашел приют под березками на сельских кладбищах. Любите и берегите Родину. Бессмертные подвиги героев всегда будут вдохновляющим примером для нового поколения. Благодарные потомки, мы в вечном долгу перед победителями, отцами и дедами, живыми и мертвыми, отстоявшими свободу и славу Отечества. Мир и покой вам вечный, солдаты войны. Слава навеки! Мне часто снятся степи Вяга, друзья моих военных дней, землянка наша триногая, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Сақа сирин делегацията бәтін кең сирин Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов көмілі өтар, оны турулут памятниктан сағалады. Жители деревни Дрожище приехали издалека на 10 тысяч километров, чтобы почтить память своего земляка, отдать дань памяти.
И всем спасибо вам, всем большое. Низкий вам поклон, дорогие ветераны. От имени исполнительного комитета вам выразить огромную благодарность. Ну, конечно, свято чтим память героев, которые здесь у нас захоронены, а здесь всего у нас захоронено 1295 воинов, из них 10 героев Советского Союза. Именем вашего героя здесь у нас названа одна из улиц в населенном пункте Деражичи. Мы чтим их памяти, и дети постоянно ухаживают. И разрешите вам пожелать крепкое здоровье. Конечно, мы связь с вами держали. У нас было, конечно, раньше колхоз «Ленинский стяг», у вас совхоз имени Попова. У нас были два соревнующихся хозяйства, мы поддерживали связь. Постоянно ваши делегации и наши делегации обменивались опытом работы. Поэтому я думаю, что сейчас связь наша не прервется, будем ее постоянно поддерживать. Мы вас рады всегда встретить здесь. Приветствую всегда, пожалуйста, приезжайте. Крепкого вам здоровья, спасибо за то, что вы нас приехали, посетили, посмотрели, как мы живем. Успеха вам и всего самого хорошего. Здесь квартировали, да? Онтон биһи делегация Федор Днепрүрүһү туурабыт сиригер тиен келдилер. Бастан хикербүкү кудук Лоев деревине тиер түмүллен көмүллүбү жөндөргө памятниги Өттебіл сестігіт, онтан білін бұл бұлушес тиен деревина амбастан Федор бұл өріхі туыран баран өлбіт сирин білетін оңыр бұтмана тастырын көрек құт. Хейонлар бұт амбастан бұл ардақ түйе тұрдаңына бұл деревина келелер. Көрілгіт күтін бұл манна өлбіт бойыттарға бастан Днепри туырабыт геройдарға аналлақ әтек тастырыр. Ол кәнеттен тири ветеранларын көтті көрсүхү жахалыгар биһи жоннор бұт көттігіні ылдылар. Для обеспечения этого батальона из нашей полковой роты было выделено подразделение связи для обслуживания этого батальона на Лоевском плацдарме. В это отделение уходил в состав радист Щукин, сержант Пескунов, имя, отчество я извиняюсь, не знаю. Да, с Якутии. Дальше сержант Ходос, младший сержант Мазуль. На протяжении с 15 по 17 этот батальон вел кровопролитные бои на Лоевском плацдарме в районе Каменка. 17 октября. 17 октября уже Лоев был взят, и нас переправили уже на подтонном мосту, и мы вели, и сразу нас вели в боевое отношение с противником. Семен Петрович стаyti кәннеттен бұл Днепрүрүскә қалалар. Днепрүрүс устун арбан үрдерді. Бүгім я дұбалар манна дақтыңны болар бит. Бұл ехі көрігі күрді Семен Петрович Днепр берегін устун арбы хүлдері көстер. Манна
Görüş Dniepr'e Ungor'ta Ukrayna here, beterette Belarusya sire, olehin kini Ungor man Qarabağ'a örüs ustun Qarabağ'ını Ungor but örgü kurduk südda kuştaq dolgunna onda tımni biriyeme. Evet. Onların açıla jöndan ite erey boğundan töttürü dar ustalar. Tığılın da kırda kutunda onda kuştaq otobek Allah. Terem, agaknya waktu gaya berani na adilin din, nekre serba kerja, bekerja untuk itu kudu kupu, mana kadang giriski, kalian berseriga, berseriga, jadi tertutup mana mana berseriga kini ger, serba itu. Dah tuh serba anda kepada, mukabah kalian terus. Боксрак не могу думать. Арбатр. У них градус, тумный Man optaptı şu vade kırıştır. Молодочная стадия это Так. И он был Бартачуги. Вы герб, символ Лоева нашего, древнего города 500 лет в этом году нашему городу исполняется. Просим вручить его от имени нашего руководства главе Мингина Кандалакского улица память о вашем земляке Федоре Попове. И вот такие сувенирные часы, 60 лет победы. В Днепровской операции очень ярко проявилось братство, дружба всех народов Советского Союза. Воины очень многих национальностей приняли участие в Днепровской операции. Причем они сражались за нашу Лоевскую землю самоотверженно, как за свою собственную. 2605 бойцов из 41 национальности были удостоены звания Героя Советского Союза. Фотокопия письма его брату Аполлону. Только, к сожалению, мы не можем на якутском языке, вот если вы нам переведете, будем вам очень благодарны, вот этот отрывочек. Потому что мы не можем. Деревня Глушец – это самая первая деревня Лоевского района, которая была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Еще вот в конце сентября, 27 сентября 1943 года части 61-й армии форсировали Днепр в районе Глушец-Деражичи и овладели там небольшим плацдармом. И тем самым они положили начало освобождению нашего Лоевского района от немецко-фашистских захватчиков. Но я хочу вам сказать, что бои за Глушец продолжались на протяжении многих дней. Немцы предпринимали яростные контратаки, и деревня несколько раз переходила из рук в руки. И вот 12 октября 1943 года уже окончательно была освобождена деревня. И в освобождении деревни Глушец отличились части 81-й стрелковой дивизии, в составе которых сражался с фашистами Федор Кузьмич Попов. Он был отважным пулеметчиком 467-го стрелкового полка. И 2 октября 1943 года в числе первых под ураганным огнем противника он переправился на правый берег Днепра, и с группой бойцов они овладели небольшим плацдармом на правом берегу Днепра. Они отражали многочисленные контратаки фашистов, в одной из которых Попов захватил ручной пулемет и уничтожил из этого пулемета 23 гитлеровцев. А на следующий день, вот 3 октября 1943 года, продолжались бои в районе Глушца, и отважный пулеметчик пробрался во фланг обороны роты и уничтожил в одном бою 50 гитлеровцев. То есть помог своему боевому подразделению отбить фашистскую контратаку. И в этих вот яростных кровопролитных боях на Днепровском плацдарме 10 октября 1943 года Федор Кузьмич Попов погиб. Вначале он был похоронен возле деревни Глушец Лоевского района, там, где он совершил свой бессмертный подвиг, который навеки вошел в историю битвы за Днепр. А уже позже он был перезахоронен в деревню Деражичи Лоевского района, и там сейчас покоится ваш земляк,
Это самое крупное братское захоронение, воинское захоронение на территории нашего Лоевского района. Там похоронено 1284 бойца Красной Армии. Это в первую очередь бойцы 61-й армии, которые отдали свои жизни за освобождение нашего Лоевского района. В том числе вечный покой вот в этой земле, Деражской земле, обрели 10 героев Советского Союза, в том числе и ваш земляк Федор Кузьмич Попов. Я вот, мы во всех силах справляем, бессонная уже в который раз. Для нас война закончилась давно, до смерти не закончится для вас. Приказа нет уйти с передовой, хоть голову покрыла седина. И каждый день как будто новый бой, до смерти не закончится война. Ее мы будем долго обвинять, нам обелиски видеть нелегко. Все меньше на земле фронтовиков, все ярче пламя вечного огня. Хозяйство каждый раз уменьшается, население устареет, молодежи в основном нету, старое население, которое уже, считай, будущего особого у них такого нету. Но люди всегда, вот и сегодня, как вы уже видели, они помнят о герое Советского Союза Федоре Кузьмиче Попове. Они сегодня уже вам рассказали, которые были очевидцами этих всех боев, которые с детства, но они на сегодняшний день еще помнят и чтят память о героях, которые подарили эту им жизнь, светлое будущее и все хорошее, что на сегодняшний день досталось всем жителям. Herden best Hünnahtarumunu batıllara Acırga estegü Hüdeyar ötek yes Andagar ekiller tıllara Ol ete ot serin rıksıllara Hünnahtarumunu batıllara Ol ete ot serin rıksıllara Hünnahtarumunu batıllara Bir de güz olmamadın küs onuran partiya